Здравствуйте! Доброе утро. Начинаем «Уфимский разворот». Лилия Клюковская. Елена Черкова и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Башкортостан Козы, наша любимая. И наш замечательный звукорежиссер. Сегодня власть в наших руках. Сегодня мы вам рассказываем новости, и мы приглашаем гостя, который будет во второй половине часа. Да мы сегодня вообще все. У нас тут женский день на «Эхе Москвы». 8 марта сегодня. Этнограф и кандидат исторических наук Ильдар Махмутович Габдрафиков будет у нас сегодня во второй половине часа. Если вас интересуют вопросы национальной политики, либо вопросы к этнографу, пишите +7 927 304 10 51. Напоминаю, терпеть не могу анонимов. Хорошо. Трансляции у нас на Ютубе, на Фейсбуке запущены. Как обычно, нас там можно смотреть. Но я напоминаю, что у нас есть еще и Телеграм, куда уже кто-то из вас пишет. Я призываю прям активнее пользоваться Телеграмом. Он лучше, чем смс-ки. И точно к нам сообщения ваши придут. Мы, как обычно, начнем с обзора прессы. У нас сегодня сайты, затем поголосуем, послушаем вчерашний отрывок из программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. В гостях у Азамата был писатель Игорь Савельев. И вот как раз размышления Игоря по поводу происходящего в Уфе, в частности, с аэропортом и трамваем, который нам тут опять анонсировали внезапно, мы и послушаем. Ну а начнем читать прессу. Начнешь читать прессу? Ой, начну, наверное, потому что погода сегодня хорошая. Едешь на работу и видишь, у всех на подоконниках стоит рассада. Да ладно. Можно подумать, в ваших Европах вчера было теплее. Слушай, вчера было 23 градуса, и мне было очень тепло. Так, ладно. Но и тем не менее, я хочу, наверное, прочесть быстренько новость для тех, кого интересуют различные дачные моменты. В Башкирии дачники лишатся участков из-за строительства восточного выезда из Уфы. Отлично. Дачники садового товарищества «Ягодка» лишатся своих участков в связи с этим строительством. Столица Башкирии намерены начать строительство восточного выезда. Мне кажется, это Никита сейчас сидит и уже так ножницы свою рассаду так чик-чик-чик-чик, который должен соединить две федеральные трассы М5, М7. На это правительство региона намерено потратить 120 миллионов рублей. Однако для того, чтобы начать строительство новой трассы, потребуется снести ряд дачных домов в СНТ «Ягодка», по территории которой должна пройти эта дорога. Все это ситуация напоминает, помните, строительство в Сочах, да, различных дорог и так далее. Но при этом «Вести Башкортостана» вчера сообщили, что несмотря на то, что выплатить деньги дачникам обещали еще до конца прошлого года, никто из них денег так и не получил. Кого интересует, читайте версию. Вот так вот. Члены адвокатской палаты Башкирии лишили статуса за ложные сведения. У меня прям какой-то дежавю, знаешь ли. Пишет об этом про Уфу. Выяснилось, что молодой адвокат представил в палату недостоверные сведения о себе. Об этом, кстати говоря, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан. Не кто-то там. 29 марта Советом адвокатской палаты Башкирии принято решение о лишении адвокатского статуса члена палаты 32-летнего Тимура Салимова. По данным ФСБ, в 2017 году мужчина предоставил о себе недостоверные сведения в квалификационную комиссию. Это было выявлено сотрудниками службы безопасности в ходе оперативно-розыскной деятельности. Ой, как красиво так написано вообще. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, было установлено, что Салимов на момент обращения в квалификационную комиссию адвокатской палаты предоставил ложные сведения о стаже работы по юридической специальности в одной из коммерческих организаций региона. Максимально просто завуалированный текст. После присвоения статуса адвоката им также скрывались факты трудовой деятельности в 2017 и 2018 годах в различных организациях. На момент сдачи Салимовым квалификационного экзамена у комиссии не было оснований сомневаться в достоверности предоставленных им сведений, поскольку документы были нотариально заверены. Лайфхак просто. Заверяешь документы, и все хорошо. У другого адвоката, нотариуса или так далее. Да, решение Совета адвокатской палаты может быть обжаловано в судебном порядке. Но и тут про Уфу нам напоминает, что прекращение статуса еще одного адвоката Виталия Буркина породило скандал вокруг адвокатской палаты и ее президент. Ну, там, конечно, больше сам Виталий Буркин постарался этот скандал создать. Это был про Уфу. Хотела рассказать о материале
открытие бизнес-инкубатора в Черниковке, о том, что Черниковка становится таким местом для проведения бизнеса, вспомнила... Как звучит, скажи, да, бизнес-инкубатор. Такие, знаешь, такие цыплятки вылезают. Вот. И вспомнила, что мы с тобой встречались с Кристиной Абрамичевой, которая тоже говорила о Черниковке, о том, что туда пытаются привлечь, но решила эту новость не рассказывать вам, сами найдете в информации. Ну, посмотрим. Вот сначала пусть заработают, а потом мы про них поговорим. Но при этом... Инкубатор этот? Инкубатор. Ага. А вспомнила и хотела бы рассказать материал другой, связанный с Черниковкой. «Месть немецких строителей». Ой-вей. В Уфимской Черниковке разваливается дом, построенный пленными нацистами. По словам районной администрации, в депрессивном состоянии находится большинство домов района. Я просто хотела сделать, знаешь, такое предисловие. Вот там бизнес-инкубатор на соседней улице, а здесь дома разваливаются, и на человека по улице Победы 22 в квартире номер 8 прямо на спящего мужчину обвалился потолок. Живой хоть? Мужчина остался жив. Я прям тебе все на вопросы отвечаю. Поцарапан обломками штукатурки, упавшей с потолка. Еще что у него там было? Недавние следы обрушения, упали кирпичи, строение разваливается не только внутри, но и снаружи. На крыше на ладан дышит дымоходная труба. Строение разваливается, кирпичи летят прямо на головы прохожих, представляя большую опасность для пешеходов и малышей из расположенного поблизости детского сада. Будьте осторожны на улице Победы. А кто пишет это? Пишет это Уфа-1. Месть немецких? Месть немецких строителей. Ужасно. Я долго искала, что к чему произошло? это, потом поняла, что кто-то из жителей сказал, что во время ремонта, а дом не ремонтировался 45 лет, они нашли немецкую свастику на потолке. Вот поэтому они поняли, что этот дом построен немецкими строителями. Все, вообще, сейчас должен Роскомнадзор, мне кажется, возбудиться по этому поводу и мне кажется, привлечь историки прибегут сегодня на улицу Победы. Оправдание. А еще хочу немножко про Уфу почитать. Ужасная история. Прилетела вчера и прям вот читала, волосы на голове вставали дыбом. В Башкирии мать пыталась убить 5-летнюю дочь, а в семье при этом воспитываются 8 детей. Это все произошло в Иглинском районе. Чудовищное происшествие, как пишут наши коллеги, произошло днем 7 апреля в селе Старокубово Иглинского района республики. 40-летняя мать пыталась убить свою 5-летнюю дочь. По данным следкома, женщина успела нанести девочке 2 удара ножом в грудь и в спину. Услышав крики детей, отец остановил свою супругу, вызвал скорую помощь. По информации собеседника про Уфу, семья, в которой произошло ЧП, является многодетной, в ней воспитываются 8 детей. Также... Они приехали из Средней Азии, по-моему. Источники сообщают, тут не написано. Источники сообщают, что у матери было обнаружено психическое расстройство, но, к сожалению, вот анонимные источники, не знаю, можно ли об этом действительно говорить. В сельсовете давать характеристику данной семье отказались. С новоиспеченным главой района Николаем Самойленко связаться про Уфу не удалось. Состояние пострадавшей девочки оценивается как тяжелое, у нее повреждено легкое, она в больнице, мать задержана. Следователи допрашивают родственников, и специалисты оказывают другим детям, видимо, психологи, помощь. Жесть какая-то вообще. Продолжая не очень хорошую тему, до дембеля оставалось 55 дней. Срочник из Уфы погиб в Приморском крае, пишут наши коллеги. Трагедия произошла на танковом полигоне. Большая история о том, как мама звонила своему сыну, отправляла ему в WhatsApp сообщение: «Сынок, как ты?». Сын не отвечал, и она случайно в социальных сетях увидела информацию о том, что произошел взрыв на минном поле, и ее сын погиб. Выражаем самые искренние соболезнования, написали матери других солдат в паблике воинской части, где служил Валерий. Страшно понимать и осознавать, что это правда, а не нелепая ошибка. Мы скорбим и плачем вместе с вами. Мальчик наш, пусть будет тебе легко, лебединым пухом тебе земля, светлая память. По словам троюродной сестры погибшего, накануне 7 апреля в обеденное время Валерий подорвался на мине. Всех обстоятельств случившегося близкие пока не знают. Неизвестно, когда тело будет транспортировано на родину, в Башкирию. Родители и мама и сестра живут в Давлекановском районе. Хочется обратить внимание на очень большой материал опять про Сибай на портале Дель Реалии. Называется он «Подтопление сработало лишь частично» или «Почему Сибай раздражает Радия Хабиров». Здесь очень много про приезд СПЧ в город и вообще про события, которые происходили и продолжают происходить в Сибае. Вот такая большая аналитика от Артура Асафьева.
Если кого-то эта тема все еще интересует, то, пожалуйста, вот обратите внимание. А еще хочу обратить быстренько внимание на материал. Есть у нас пару минуточек еще на прессу. На МКСЭД в Уфе голодовку дольщиков Миловского парка назвали провокацией. 8 апреля 6 человек из числа дольщиков начали бессрочную голодовку. Медиакорсеть, и об этом сообщила представительница как раз инициативной группы Анна Цветкова. Она говорит, что в голодовке принимают участие 4 жителей, которые должны были стать жителями из дома 5/2 и по одному из 8 и 9 кварталов. Будем жить здесь, говорит Анна Цветкова, на территории недостроенного дома, пока не добьемся решения по домам. Сняли для проведения голодовки в складчину двухкомнатную квартиру на Киикбаева. Еще несколько человек, которые принимают участие в голодовке, днем стоят с одиночными пикетами возле Дома правительства. И я напомню, да, что они там просят сменить застройщика, нормальные схемы придумать. Это, видимо, реакция на слова Зульфии Гайсиной, которая представляет сейчас интересы дольщиков. Она ранее называла провокацией эту голодовку в соцсетях, и вот дольщики совершенно недовольны, конечно, такими словами. Очень интересная ситуация, когда вроде как Зульфия пытается помочь, как она говорит, а дольщики отрицают эту помощь, и, в общем, у них там такая перепалка начинается словесная. Но вот там тоже довольно большой материал, очень много цифр и данных, поэтому обратите внимание на МКСЭД. Закончим мы обзор, или у тебя есть еще чего-нибудь? Ты знаешь, у меня не то чтобы есть, я просто хотела предупредить тех, кто не очень хорошо относится к нашему городу. Буквально вот одну секунду. Что за? Сейчас поясню. В Башкирии намерены ввести 6 новых штрафов за нарушение правил благоустройства. Вот мы сейчас про это поголосуем. Давай чуть-чуть подальше. А пока мы, наверное, закончим обзор прессы и предлагаем вам отрывок из программы «Послесловие» с Азаматом Саитом. Напомню, в гостях был писатель Игорь Савельев. Тема трамвая, уфимского трамвая. Он стал уже самым, пожалуй, невезучим видом транспорта. Пути разбирали, тратя при этом большие суммы из городского бюджета, мы это помним. Укладывали менее шумные, тоже помним. Теперь вот Тимур Мухаметьянов, руководитель башкирского госкомтранса, предложил монорельсовый трамвай, который будет курсировать над головами горожан. Или под землей, осталось непонятно вот это его уточнение. И подумалось, вот он, когда предлагает вот такие прожекты, он тоже надеется, что со временем тоже уйдет от базара за свои слова, как говорят в определенных кругах, за вот эти эксперименты с трамваем. Как в свое время это сошло с рук Павлу Юрьевичу Качкаеву, который сегодня в шоколаде. Его же ведь тоже называли уничтожителем трамвайных путей в Уфе. Так вот, какое все-таки продолжение должно быть у такого явления, как башкирский трамвай? Ну, во-первых, вы сказали про то, что это будет монорельс. Я вспомнил, что в Москве монорельс на улице Академика Королева собираются разобрать или уже разобрали. Может быть, у нас все бывшие московские транспортные решения поедут к нам. Тут у нас с турникетами не получилось, теперь будет монорельс. По-моему, город вообще не готов восстановить даже существовавшую трамвайную сеть. Не готов или нет желания? Не готов, потому что опять надо перекрывать проспект Октября. Даже вот это вот то, что было бы можно сделать, оно не делается, потому что это уже слишком сложно восстанавливать. И говорить о том, что у нас какой-то очередной космический трамвай полетит, это, конечно, смешно, потому что, насколько я знаю, никаких экономических обоснований прочих у нас для этого нет. У Уфы никогда не найдется инвестиция на то, чтобы построить монорельс. Вот, когда мы говорим о деньгах. Что денег нет. Денег нет, деньги есть. Вот взять тот же самый золотой участок дороги Уфа-аэропорт. Так. На моей памяти каждый год от 150 до 250 миллионов рублей у нас уходит на подготовку этой трассы к летнему использованию, скажем так. Нынче, по-моему, запланировали аж 300 миллионов. Вот теперь вернемся к строительству парковок во дворах. Нету денег. Мы все признаем, что нет денег на создание парковок, парковочных мест во дворах, около больниц, а в то же время мы с щедрого плеча бросаем вот на эту, скажем, несчастную трассу Уфа-аэропорт большие-большие сотни миллионов. И привязываем это к нашему сегодняшнему, нынешнему руководителю Госкомтранса Мухаметьянову, который сегодня занимается маниловщиной, вот он собирается монорельс над головами. Не потому ли он так смел в своих фантазиях, что он сидит на больших мешках с бюджетными деньгами?
живем в разных измерениях. Мы простые люди, уфимцы, которые переживают за свой город, и люди, которые управляют финансовыми этими потоками. Опять же, Уфа аэропорт, трасса. Мне приходилось слышать объяснения людей, что вот у нас перепады температур. Мы живем в такой полосе географической, что зимой мороз схватывает, по весне асфальт разрывается, но в той же Норвегии, в Европе, в Канаде там такой же климат, но там же ведь дороги не разрываются. И вот я бы поверил объяснениям о том, что климатические условия не позволяют, и дороги приходят не в конус, если бы это сказал бы какой-то изможденный жизнью ученый. Человек, которому хочется верить. Но ведь говорят самодовольные рожи чиновников, которые трескаются от хорошей пищи. Нет, ну почему я слышал из уст ученого то же самое? Это был Теляшев. Занимался битумами, да. И который говорил, в общем-то, все то же самое. Единственное, это, конечно, не объясняет, что происходит с трассой Уфа аэропорта, почему это не происходит другими дорогами. Он как раз занимался вот этими разработками битумных присадок, да. И в то же время являлся советником Хамитова. Но его битумные присадки не применялись на трассе Уфа аэропорт, и, если не ошибаюсь, практически нигде не применялись. Эту историю с региональным ГОСТом так и не успели вести. Резюме. Писателя Игоря Савельева. Почему у нас ремонтируется ежегодно Уфа аэропорт, кусочек трассы за большие миллионы? Почему у нас у Уфы нету денег на обустройство парковок? Я не знаю, что происходит с трассой Уфа аэропорт, но как бы глобально это не очень большие деньги. Когда речь идет глобально о каких-то больших деньгах, на самом деле их, можно сказать, нет. То есть, когда мы слышим об этих проектах, связанных с парковками, связанных с космическими трамваями и так далее, мы должны понимать, что на самом деле у нас очень такой виртуальный бюджет, скорее всего. Тех денег, которые якобы там могут быть пущены под трамвай или под что-то, их там нет. Но вот в этом году у республики феноменально большой дорожный фонд. Более 20 миллиардов. Вот эти же деньги будут освоены. Я понимаю, но это же разные как бы карманы. То есть, если мы говорим о каких-то проектах, которые озвучиваются, мы должны понимать, что под 90% этих проектов денег нет и не будет, это просто трескотня. Никак нельзя увязать обустройство парковок с этими 20 миллиардами рублей. Оттуда взять... По-моему, нет. По-моему, это все абсолютно разные статьи бюджета. Или никому не дают подумать на эту тему. Не позволено. Я не знаю, но как бы понятно, что те, кто занимается финансами, у них такое очень зашоренное мышление, и у них относятся к этому абсолютно разным каким-то карманам, и я думаю, что, скорее всего, это невозможно в нынешней законодательной правоприменительной системе. Это был фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. В гостях, я напомню, был писатель Игорь Савельев. Этот эфир вы можете, как обычно, как и все наши другие эфиры, посмотреть и переслушать на сайте нашем mskуфа.ру в разделе «Программы», а также на нашем канале в Ютубе и в группе в Фейсбуке. Там, кстати, можно на нас еще и подписываться, там как лайки, колокольчики, вот что там обычно говорят в этих случаях. Перепосты. Да. Ну, а мы сейчас будем менять тему и голосовать. Лили уже начала частично рассказывать о том, что в Башкирии намерены ввести 6 новых штрафов за нарушение правил благоустройства, правда. Речь идет о чем? Речь идет о том, что МинЖКХ Башкирии вынесла на обсуждение проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Проект опубликован уже, кстати, на интернет-портале, его можно посмотреть, почитать и обсудить. Предлагается штрафовать как граждан, так и должностных юридических лиц за загрязнение территории транспортными средствами, например, за то, что вы машину моете там, где не надо ее мыть, а также за нарушение при монтаже детских спортивных площадок или отсутствие их периодических осмотров, за порчу зеленых насаждений и несоблюдение требований по благоустройству газонов, за отсутствие информационного стенда на дворовой территории. Вот за это должен быть самый жесткий, мне кажется, штраф просто. Повесили как крепко, стенда? А теперь снимите. За это должны вешать просто. И за неисправность водоотводов, ливневок, труб канализации, ставших причиной подтопления дворов, улиц, и за открытые люки колодцев, кстати. Штрафы для граждан от 300 до 1000 рублей, для должностных от 2000 до 10, для юрлиц от 10 до 50 тысяч рублей. Подробнее «Коммерсант» обещает рассказать в ближайшее время. Простой очень вопрос, друзья. Вот такие вот новые штрафы, да, на ваш взгляд, они что-нибудь изменят или нет? 262-72-47, да, люди, наверное, перестанут хотя бы какие-то тупые вещи делать, типа там, не знаю, заезжать на газон по грязи, а потом проезжать по дороге возле дома, ну или там, не знаю, хотя бы будут думать о том, как бы вот не попасть на этот штраф. 262-72-47. Ничего не изменится, никто ни о чем думать не будет, штрафы тоже никто платить не будет, потому что, да ну их. 262-72-48. Голосование. Процесс
пошел. Итак, изменят ли хоть что-нибудь новые штрафы, которые вот прям что-то с начала весны активно очень наши депутаты и наше правительство предлагают? 262-72-47. Ну, хоть что-нибудь да изменится, люди начнут хотя бы чуть-чуть думать о том, как не попасться на эти штрафы, да, и, возможно, начнут хоть чуть-чуть там не нарушать то, что не надо нарушать. 262-72-47. 262-72-48. Ничего не изменит, никакие штрафы. Люди как делали какие-то тупые вещи, так они и будут продолжать их делать, да, так они и будут, там, не знаю, парковаться среди детской площадки прямо возле качелей, не знаю, выкидывать мусор там, где не надо, не убирать за собаками. В общем, ничего не изменится совершенно, штрафы ни к чему не приведут. 262-72-48. Что, Лиль, мы, наверное, с тобой не будем рассказывать о том, как мы к этому относимся, предлагаем голосовать дальше, мы уйдем на новости, а после них вернемся, подведем итоги. Давайте еще раз. 262-72-47. Штрафы что-нибудь да изменят. 262-72-48. Не изменят они совершенно ничего. Уходим на новости. Половина восьмого в российской столице. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников, на Эхе новости. Сбербанк могут обязать подключиться к системе быстрых платежей. Как пишет «Коммерсант», ЦБ предлагает расширить сервис путем присоединения к нему системно значимых банков. Изменение вступит в силу уже в сентябре. Центробанк запустил систему быстрых платежей в начале этого года. Она позволяет гражданам переводить средства со счетов на счета в любых отечественных кредитных организациях. К системе присоединились ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк и другие. Пока в проекте не участвует Сбербанк, который считается лидером на рынке переводов. В подмосковных Мытищах полиция обнаружила в захламленной квартире 4 детей. Правоохранители отреагировали на вызов соседей, которые давно не видели несовершеннолетних жильцов дома. Как сообщается на сайте детского омбудсмена Подмосковья, квартира непригодна к проживанию. У детей нет даже кровати, они не прикреплены к поликлинике, не посещали детский сад и школу. Мать объяснила, что не регистрировала их, так как рожала дома. Дети переведены в социальные учреждения, полиция проводит процессуальную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки» признала, что давала взятки за поступление дочери в университет. Фелисити Хаффман подтвердила, что дала $15 000 руководителю компании по подготовке к поступлению в вузы, чтобы он помог получить хороший результат в тесте. Помимо актрисы, свою вину признали еще 12 родителей. Всего власти США заподозрили в этом около 50 человек. Общую сумму взяток оценили в $6 миллионов. Речь идет в том числе о самых престижных университетах страны – Стэнфордском, Ельском и Калифорнийском. 2 запуска спутников связи OneWeb перенесены с космодрома Байконур на Восточный. Об этом сообщает РИА Новости. Всего, согласно контракту между Роскосмосом и иностранными компаниями, планируется вывести на орбиту 21 спутник. Первый старт с Байконура намечен ближе к концу этого года, с Восточного во втором квартале следующего. Ряд запусков пройдет с площадки Куру во французской Гвиане. Один из них уже состоялся. OneWeb планирует обеспечить доступ к широкополосному интернету по всему миру. Как сообщалось ранее, Россия получила почти $1 миллиард в качестве аванса для запуска группировки спутников. Дональд Трамп сменил главу секретной службы США. На место уволенного Рэндольфа Аллиса назначен бывший агент ведомства Джеймс Мюррей. Об этом рассказала пресс-служба Белого дома. Американская пресса отмечает, что эта кандидатура по закону не требует одобрения Сената. Причина кадровых перестановок неизвестна, однако, по данным телеканала CNN, может быть связана с недавним инцидентом в загородной резиденции президента во Флориде. Туда незаконно смогла проникнуть гражданка Китая. Также накануне в отставку подала министр внутренней безопасности США, перед которой и отчитывается секретная служба страны. О погоде в Москве +8, пасмурно, давление 744 миллиметра ртутного столба, днем в городе 14-16, облачно с прояснениями, местами дождь, временами порывы ветра до 15 метров в секунду. Константин Мирошников, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама.
16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. 5 волшебных вторников в Максидоме. Со 2 по 30 апреля по вторникам скидка 10% на все товары. И еще бонусы по карте Максидом. Максидом. Понимаем в волшебстве. 10 апреля вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, финансовым экспертом компании «Финам» Булатом Загреддиновым обсудим, что мешает инвестировать. Слушайте эфир в среду в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На Эхе в Уфе новости. У микрофона Елена Черкова. Здравствуйте. Ростехнадзор завершил проверку сибайского филиала УГОК, которая началась 21 февраля по поручению правительства России и руководства Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Проверялось соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. Как сообщает медиакурсеть, в ходе проверки выяснилось, что на предприятии не организована оценка опасности на горных выработках для выявления рисков возникновения и развития окислительных процессов. Кроме того, стало известно, что на предприятии эксплуатируются неисправные и неукомплектованные технические устройства, допускается эксплуатация погрузочно-доставочных машин, которые не прошли проверку. А горные работы ведутся с отступлением от плана и отсутствуют регламенты производственных процессов. По данным медиакурсети, предприятию выданы предписания для устранения нарушений. Напомню, в конце марта в Сибай приехала делегация Совета по правам человека при президенте России. Тогда представители УГМК объявили, что подтопление карьера завершено, а смог уйдет из города в течение месяца. В Уфе неизвестные пытались передать мобильный телефон в колонию номер 13 при помощи квадрокоптера. Аппарат перехватили сотрудники учреждения, когда тот приземлился на крыше цеха в промзоне колонии. Злоумышленник, управлявший квадрокоптером, скрылся с места происшествия. Как сообщает пресс-служба УФСИН по республике, сейчас разыскивают тех, кто отправил телефон, и тех, кому он предназначался. Самолет авиакомпании S7, летевший из Омска в Москву, вчера вечером совершил вынужденную посадку в Уфе. Как сообщает про Уфу, одной из пассажирок стало плохо. Ее сняли с рейса с подозрением на инфаркт. Реанимационная бригада скорой помощи доставила женщину в клиническую больницу номер 22. На борту самолета находилось 25 пассажиров. Спустя час рейс вылетел в Москву. Салават Юлаев выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Шестой матч финальной серии Восточной конференции КХЛ прошел 8 апреля в Уфе. Во время основных 3 периодов ни юлаевцы, ни «Авангард» не смогли открыть счет. В овертайме на 109-й минуте встречи Алексей Бондарев из омской команды забил единственную шайбу. Счет серии 2-4. Соперник «Авангарда» в финале Кубка определится сегодня в матче СКА и ЦСКА. И в завершении выпуска о погоде. Уфе сейчас солнечный, +4, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Днем до +11. Елена Черкова, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Елена Черкова, Лилия Клюковская, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы до перерыва на новости объявили голосование и спрашивали у вас, как вы относитесь к вот этому огромному количеству новых штрафов, которые предлагает наше правительство, Министерство ЖКХ и депутаты. 262-72-47.
вы считаете, что эти штрафы хоть что-нибудь да изменят, люди будут задумываться хотя бы о том, как там не парковаться там, где не нужно, или, не знаю, там убирать все, что нужно убирать. В общем, что-нибудь да изменится, и, наверное, в лучшую сторону 262-72-47 не изменится абсолютно ничего, люди штрафы платить не будут, как нарушали, так и будут нарушать. 262-72-48. Давай подводим итоги, у нас уже довольно... Так, нет, все пропало, потом все снова появилось. 62% наших слушателей считают, что штрафы новые не изменят совершенно ничего, 38% согласны с тем, что хоть что-нибудь да поменяется. Реалисты наши радиослушатели, надо сказать. Ну да. Ну, спасибо тем, кто голосовал. Мы меняем тему, и у нас гость в студии. Лиль, давай. Давай, я представлю нашего гостя. Ильдар Махмутович Кабдрафиков, этнолог. Вот специально говорю, потому что все время говорила, что он этнограф, кандидат исторических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Так, подожди, давай тогда проясним терминологию. Чем этнолог отличается от этнографа для блондинок специально? Раньше в советское время называли этнограф сейчас этнолог называют. Этнограф это больше так описывает. Графисты. Да, описывает культуру, язык народов. То есть этот Шурик, который частушки собирал, это был этнограф? Ну, примерно так. А этнолог это как бы больше теоретизирует уже. Это уже занимается как бы теоретизацией. То, что и занимается, в частности, национальной политикой. Это ваш конек, ваш инструмент в работе, поэтому мы пригласили вас сегодня именно сюда для обсуждения изменений национальной политики. Тут, я бы даже сказала, изменение программы реализации государственной национальной политики, которая опубликована вот буквально пару дней назад на официальном портале, подписана уже Дмитрием Медведевым, премьер-министром. У меня сначала такой краткий блиц-вопрос. На ваш взгляд, изменение программы, вот реально просто программа изменилась, или реальные изменения каких-то там моментов? Потому что об этой национальной политике говорят, по-моему, с 2008 года каждый год. Я, конечно, помню, что Путин говорил о том, что меняются цели, появляются мигранты, поэтому вот меняется политика. Нет, там принципиально ничего не изменилось, там финансирование немножко... Бюджет. Да, бюджет только изменился, а стратегия, она как есть, так и осталась, стратегия национальной политики, а в бюджете есть там некоторые моменты, которые... Ну да, ха-ха, это просто плюс миллион каждый год. Хорошая ха-ха. Хорошая ха-ха. Мне бы так. Тогда, чтобы уж совсем-то говорить, что совсем ничего не изменилось, у меня и как у многих наших с вами читателей в социальных сетях, я заметила, возник вопрос. Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий должно, я сейчас специально говорю это, должно увеличиться до 385. Вот эта вот фраза, она вызвала... Подожди, это в смысле какой-то план, что ли? План. Представляешь, их выявить должно до 385, иначе у них есть какие-то индикаторы. Вот об этом нам сейчас Ильдар Махмутович, наверное, расскажет. Я считаю, что это условная цифра, потому что в жизни трудно что-то выявить и так далее. Вот в прошлом году, помните, осенью у нас в Баймакском районе был такой конфликт, а потом в Сибае, в Белорецке 3 конфликта было. Но некоторые конфликты незамеченно проходят. Но мне так кажется, что вот таким образом невозможно, скажем так, самая главная задача этой программы, в целом национальной политики, гармонизировать отношения, а не выявлять. Выявлять, как бы, это постоянно происходит. Поэтому мне так кажется, что вот, программы должны быть нацелены не на выявление вот этих конфликтов каких-то, а на развитие, на мне позитив. кажется, не выявит, денег не получит. Мне кажется, это вот немножко выхолащивает суть национальной политики. Кто именно должен выявлять-то? Подождите. Кто ответственный? Этнологи? Нет, это не этнологи, мы помогаем, мы занимаемся наукой. Есть у нас агентство по делам национальности ФАДЕН, сокращенно. Есть в регионах центры мониторинга национальной политики. У нас тоже есть большой центр. Так есть. Интересно, всегда казалось, что палочная система работает больше по части, бюджетных учреждений, типа полиции и медицины. Готовясь к программе, обратила внимание, вообще вот в эту концепцию изменения этой национальной политики, вообще весь документ очень похож на подготовку к Олимпиаде. И я думаю, почему мне это так кажется? Потом поняла. Национальной политикой теперь занимается Виталий Мутко. Вот откуда и ноги растут. Let me speak from my heart. Да. Все равно не получается у меня так. Не получается. А теперь я тебя больше удивлю. И я думаю, Ильдар Махмутович нас сейчас как-нибудь не разочарует в этом. Там помимо вот этого выявления есть еще одна цифра. Количество членов казачьих обществ
должно увеличиться до 177 тысяч человек. Так. Вам не кажется, что изменение национальной политики – это некое приближение к программе, о полицейском, я не знаю, не государстве, конечно, о полицейских программах? Потому что в Москве, насколько я помню, в 35 округах уже казаки вокруг судов, а в Екатеринбурге уже 4 казачьих, я не знаю, войско, не войско, я там в погонах не разбираюсь, это к Никите. Вот национальная политика... Такой, что я сразу... казачья. Национальная политика и казаки. Вот где там точки соприкосновения? Дело в том, что действительно есть казаческая идентичность. Если мы посмотрим на данные переписи населения, по-моему, казаками идентифицировали 130 тысяч человек по всей России. Но это не означает, что казаки должны быть в каких-то особых условиях. Мне кажется, еще здесь есть момент такого лоббирования вот этой социальной группой. Близко. Да, своих интересов. И даже в данном случае даже иногда подмена, то, что казаки уже выходят за пределы удовлетворения своих каких-то там культурных, исторических запросов. Мне так кажется, что, на мой взгляд, что такие выделять отдельно программы казаки не стоило бы. Потому что если мы сегодня казаков выделим, завтра другую группу выделим и так далее и тому подобное, это не путь решения проблемы. Но ведь и в прошлом году про казаков-то очень много информации было. Кто-то их называл ряжеными, когда они выходили на митинги и избивали население. И поэтому это отношение к казакам, оно, конечно, вызывает такое недоумение. А они у нас в каждом регионе есть? Во многих регионах у нас тоже Башкирии есть, но дело в том, что... Никита. Да, это становится уж образ жизни какой-то. Действительно, очень много показного, ряженого такого. Я не вполне понимаю, как можно искусственно увеличить численность до какой-то определенной цифры. Если у нас как бывает, если у нас программа принята такая. Так еще ждать-то надо. Потому что, значит, доведут численность до этого. Это какой-то абсурд, вам не кажется? Как это... если ты прописываешь стратегию развития, не знаю, национального Когда чего-то... Минкультура занимается национальной политикой, это уже абсурд. А потом уже вице-премьер, по-моему, перевел. Вообще национальной политикой должны в той или иной степени заниматься все. Что это такое национальная политика? Национальная политика — это устроить так, чтобы всем людям, независимо от национальности, религии, жилось хорошо на этой территории, в регионе или в стране. Поэтому в той или иной степени национальной политикой занимается и Министерство культуры, и Министерство образования, и в целом правительство. Потому что разные, даже жилищно-коммунальное министерство ЖКХ тоже этим занимается, поскольку мы, люди разных национальностей, сталкиваемся между собой в подъезде и так далее, на улице, во дворе. Поэтому в той или иной степени все должны заниматься национальной политикой. Мне сейчас напомнили Миниханова, который у нас тут выступал на столетие Башкортостана на татарском языке, а потом... Потроил так всех здорово. Кто потом? Президент Чувашии вышел, сказал, говорит, я, конечно, вас не... Удмуртии. Я, конечно, вас не понял, но согласен, да? И он же не поленился, вышел снова на сцену и сказал, так надо учить татарский язык. Мы же больше... А вы говорите как раз, что все должны быть равны, и всем должно быть гармонично и хорошо. К следующему вопросу по затратам. Меня действительно интересуют такие огромные деньги. До 2025 года намерены потратить 24 миллиарда рублей. Увеличение бюджета всегда несет какую-то целевую ситуацию, то есть возникла какая-то причина, чтобы потратить больше денег. Причина в чем? Стало больше мигрантов? Вообще надо расшифровать, куда это идет. Это и на языковую политику, и Министерство культуры тоже. Они снимают фильмы какие-то и так далее и тому подобное. Это все. И в том числе миграция тоже. Адаптация мигрантов — это очень важнейшая сфера национальной политики. И, конечно, здесь надо подойти и посмотреть конкретно, для чего эти деньги уходят. И сколько доходит до регионов, реально до национальной политики. Практика показывает, что где-то хорошо, эффективно используются деньги. Неконтролируемо они уходят, мне кажется. По-разному бывает. Хотя, может быть, сейчас на гайки купят. Тоже затраты. Что ж ты прицепилась так этим на гайкам? Знаешь, они меня как-то они меня смутили очень. Может, тебе в казачество пойти? Я была бы, знаешь, знатной казашкой. Казачкой. Казашкой. Вообще надо сказать, что в свое время в казаческое сословие
по сути, относились и часть башкирского населения, большая часть татарского населения на территории Уфимской губернии. Видимо, у меня где-то в крови сидит. Да, представляю, в эфир будешь с нагайкой приходить. Я попробую. Вместо отбивок нагайкой вот так вот щелкать. Слушайте, ну у нас смс-ка нам пришла, наш слушатель Борис спрашивает у вас, как вам больше нравится, Башкирия или все-таки Башкортостан, и как правильнее, как вернее? И так, я считаю, что и Башкирия, и Башкортостан. По-русски это, как у нас как уже сложилось так, лучше Башкирия. А в государственных документах, как, в Конституции и так далее, Республика Башкортостан. Я думаю, что одно другому не противоречит. Вопрос удобства речи. +7 927 304 10 51, номер для ваших смс-сообщений. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Если у вас есть свои вопросы, можете их присылать. Еще меня вот прям сильно беспокоит вопрос. Я пока была там в своих этих отпусках, увидела новость про то, что у нас некоторые национальные активисты предлагают вернуть графу национальность в паспорт и там делать в паспорте дублирование на 2 языках. Как вам эта инициатива? Насколько она вообще нужна? Ну, графы национальность я резко против. Это уже в 1997 году уже отменили России. А насчет 2 языков можно подумать. У нас как бы по выбору гражданина можно было вкладыш региональный вкладыш там на республиканском языке, но без графы национальности. Но практика показывает, что вот графа национальности часто выступает, во-первых, это первое, что может выступать как бы признаком дискриминации по национальному признаку, и потом еще второе, что очень часто у нас в Башкирии тоже довольно высокий процент людей, которых двойное самосознание, которые, во-первых, не хотят это афишировать, во-вторых, они, вот, например, если смешанного брака, русский и, там, например, башкир и так далее, он как правило, носитель 2 идентичностей, и башкирской, и русской, и так далее. Даже нечеткая, может, идентичность. Зачем он афишировать должен? Мы уже должны отходить, в 21 веке живем, вот именно от этнической вот, фиксации этнической принадлежности в паспорте. Это сугубо интимное дело должно быть. Это очень важный вопрос, на самом деле, самоидентификации того, как там, человек сам себя воспринимает там, русским, россиянином. Да, условно говоря, россиянин — это же термин, который включает в себя любую... гражданское, да. Насколько вообще вот этот вопрос самоидентификации людей сейчас, я не знаю, рассматривается этнографами, этнологами? Да. Ну, надо сказать, что я сам, вот, будучи вот этнологом, каждый год несколько раз, если опросы провожу, вот, как минимум 2 раза опросы, и мы постоянно как бы отслеживаем вот эту идентичность, самоидентичность людей в динамике. Насколько человек осознает себя принадлежащим своему народу, этносу, своему региону или россиянином, или, то есть, своей стране. Вот. Ну, как правило, показывает, что не менее 70% на первый план ставит все-таки гражданскую принадлежность россиянин, то есть на первом месте. Вот. То есть все остальное где-то не более 30%. Но среди студентов даже еще выше, 80% выше. А это меняется цифра со временем? Ну, меняется, но вот не менее 70%, ниже 70% не отпускает, они опускаются. Последние годы, надо сказать, что в 90-е годы все-таки у нас, как бы, когда мы говорим, был взрыв этничности там, и так далее, мобилизация этничности, там все-таки был более высокий процент своему народу. Но сейчас уже процесс развивается и так далее, и доля тех, которые осознают себя прежде всего россиянами, растет. Но это одно другому не противоречит. Если человек одновременно, он может быть и россиянином, это гражданская идентичность, и башкирами, и русскими и так далее. Это как бы здесь нет противоречий. Номер еще раз напомню для смс-сообщений +7 927 304 10 51. Можно писать еще и в Телеграм. Нам не забывайте про него. Главное, не анонимно. Ну, переходя к теме российской или правительственной национальной политики, перейдем к вопросу местным. Да? Зачастили к нам татары. Я имею в виду официальные делегации. Миниханов не первый раз. 17 апреля опять приезжает. На ваш взгляд, с чем это связано? Это какая-то внутренняя политика Башкортостана? Вдруг неожиданно открылись к татарам лицом? Или какие-то другие интриги политические? Здесь, я думаю, что интриги нет. Здесь как бы потребы дня, поскольку действительно у нас добрососедские отношения с Татарстаном. Но вот тот потенциал сотрудничества,
двух регионов, он как бы не был раскрыт. Сейчас в стране экономический кризис, надо сказать, что сейчас надо искать какие-то точки соприкосновения в сотрудничестве. К соседям заглянуть. Да, и прежде всего в социально-экономической сфере, вот, выходить вот из трудной ситуации. И мне кажется, что вот это сегодняшнее руководство республики тоже понимает, что важность вот этого сотрудничества. Ну, мне кажется, вы немножечко все-таки не договариваете. Мы могли бы также к соседям и в Чувашию заглянуть, и в Марий Эл заглянуть, а тут к нам сначала, как кот в сапогах, приехал Шахразиев Василь, да, затем Миниханов, и сейчас опять приедет Миниханов. Ну, вот как бы вот это частые гости, они немножко вызывают недоумение. И я так понимаю, что достаточно обширная программа будет 17 апреля. Да, безусловно. Ну, надо, конечно, есть элемент соперничества было, вот 90-е годы, и до сих пор это остается, но какой-то еще кто-то закладывал это в какой-то негативный вот это окраску. На самом деле это два региона, это ключевых региона не только Поволжье, это самые ключевые, самые большие регионы, самые мощные, но и всей России. Вот. Но тот потенциал сотрудничества, как бы, он еще далеко-далеко не исчерпан. Это понимает и руководство Татарстана, и руководство Башкортостана. Ну и в культурной сфере тоже, чтобы преодолеть вот эти, скажем так, непонятки. Это очень важно, чтобы на высоком уровне как бы застолбить, что сотрудничество, плотное, очень тесное сотрудничество Татарстана и Башкортостана выгодно и Татарстана, и Башкортостана, их народам. Но я думаю, татарская делегация будет очень рада. Они ведь приезжают еще и на открытие памятника. Да, но это как памятник. Тот, который ждала, по-моему, татарская интеллигенция еще со времен правления Муртазы Рахимова. Да, но это как бы тоже символизирует этот открытие памятник. Да, но то, что это новый этап, вот, и я думаю, что действительно это новый этап, это лучше будет намного. Ну, просто я напомню нашим радиослушателям, на территории, на площади театра НУР откроется памятник Габдулле Тукаю, который очень давным-давно ждали и татарские общественные организации, коих у нас, можно сказать, мало, да, вот недавно у нас был Табрис Ярулин, сказал, что в Башкирии очень мало татарских общественных организаций, непонятно, с чем это связано. Особенности у нас вообще нет молодежных татарских общественных организаций. Ну, у нас три женские. Сказать, что есть зарегистрированные, я как бы, поскольку мониторю это специально, есть где-то около 20 организаций, кто-то активно работает, кто-то не очень активно работает, но в татар в Башкирии более 1 миллиона человек, вот, общественных организаций такого количества общественных организаций ни один другой народ не имеет на территории Башкирии столько, как татары имеют. Настолько много их там. И молодежные есть, да. Другое дело, они не так эффективно работают, может быть. Почему? Ну, во-первых... По привычке. Да, ну, во-первых, я же говорю, мы же думаем, что... Во-первых, очень важно, на самом деле, многие не задумываются. Он, например, татарин, у него другие проблемы есть жизненные. Там он занимается как бы обеспечением как бы своей семьи и так далее. Ну, да, это важно ему. А занимается довольно вот этим, интересуется национальной темой, довольно... Поверхностно. Да, ну, скажем так, небольшой слой населения. Другим это неинтересно. Это другое, это как бы... Это важно, но не на первом месте стоит. Слушайте, вот этот вечный спор, вечный бой татары против башкир, да, вот это вечное соперничество двух регионов, оно вот сидя здесь, в республике, кажется, что вот это вот только наша такая местная фишка, да, Татарстана с Башкортостаном. А вот в других регионах есть такая же... Такое же. Ну, есть схожее. Например, вообще, надо сказать, что как в мире так происходит, что между близко родственными народами, тем более они разделены двум республикам, вот, такие вещи могут происходить, такие вот эти, Кабардино-Балкария, да? Кабардино-Балкария, там все-таки они там разделены, Кабардино-Балкария, да, ну там, и они не такие близкородственные, кабардинцы все-таки адыги, а балкарцы тюрки. А здесь нет четкой границы между татарами и башкирами, они настолько в языковом и культурном плане очень близки, и вот огромная территория от Уфы до набережных Челнов — это зона вот такого соприкосновения. То есть таких же много, не так мало. Например, вот Украина и Россия — это пограничье.
Вот, это Харьковская область, Белогородская область у нас, там Сумская область и так далее. Это тоже такая же зона. Или, например, возьмем Югославию. Югославию, там тоже как бы водораздел проходит между народами по религиозному принципу. Это одни и те же югославы, вот, сербы это православные, боснийцы это мусульмане, хорваты это католики. Они все разговаривают на одном языке. Вот. То есть, где вот такие близкородственные, скажем так, народы, там вот такие вот есть вот такие, скажем так, недопонимания иногда. Ну и потому как мы близко родственные народы, я хочу сказать, что 18 апреля в составе делегации 50 женщин из Уфы, из Башкирии поедут в Казань на 2-й съезд татарских женщин. И приятно знать, что все-таки у нас едут такие активисты. Я тоже еду. Правда, я не знаю, как я там буду все слышать и переговорить, но тем не менее. Нет, я не возглавлю, я буду показывать водителю дорогу. Благодарю вас за эфир. Спасибо большое, что пришли, рассказали нам о национальной политике. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире был в гостях Ильдар Махмутович Габдрафиков, этнолог, кандидат исторических наук. Всех благодарю, всем хорошего дня. Пока. Спасибо. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам.